Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Дорогие братья, джазакумуллах хайр. Пусть Аллах будет доволен всеми нами. Пусть Аллах примет наши молитвы, иншаллах, намазы. Пусть Аллах сделает наше собрание после намаза причиной прощения наших грехов. Продолжаем мы с вами цикл лекций на тему поминания Аллаха, достоинства поминания Аллаха. И мы с вами открыли тему Корана, тему книги Аллаха. И тема прошлой лекции у нас была «Фадлу аят аль-Курси». Это достоинство аята трона. То есть это один аят, 255-й аят суратуль Бакара, суры Коровы, который является самым великим аятом Корана. И также суратуль Ихляс, достоинство суры очищение, аль-Ихляс, искренность и ряда других сур. И мы с вами приводили хадисы, которые указывают на эти достоинства. Также мы с вами говорили, что нужно быть в поиске достоинств некоторых сур, нужно быть очень осторожным, потому что так получилось, на то, наверное, воля Аллаха, без воли Аллаха ничего не происходит, да? Очень много хадисов, которые указывают на достоинство некоторых сур, они довольно-таки распространены, они, может быть, или слабые, или сильно слабые, или они даже, может быть, мауду, то есть придуманные. На самом деле в сборниках хадисов, даже в сборниках слабых хадисов этого нет. Но в книгах это приводят, люди про это читают, про это слышат и, к сожалению, это используют. Поэтому даже если хадис указывает на величие книги Аллаха, если даже хадис призывает нас к чему-то благому, машаллах, к чему-то хорошему, да, но в чем может быть в этом деле довольство Аллаха, но мы не имеем права через ложь, через вот эти придуманные доказательства, которые не могут быть доказательствами, мы не имеем права призывать к религии Аллаха. Поэтому здесь есть ваид, то есть предостережение, обещание наказания. Посланник Аллаха ﷺ сказал: кто будет говорить слово от моего имени, то слово, которое я не говорил, то пусть он готовит свое место в аду. Поэтому говорить от имени посланника Аллаха и говорит «Каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям», да? Сказал посланник Аллаха, и говорить что-то придуманное, которое не говорил посланник Аллаха, это является великим преступлением. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: пусть он готовит свое место в аду. Не в зависимости, я еще раз повторяю, к чему призывает этот хадис. Может быть, он призывает там к ночным молитвам, машаллах, надо читать ночные молитвы. Может быть, он призывает чтобы садаха давали больше, жертвовали на пути Аллаха, да? Неважно. Чтобы знания брали. Нет. Если в основе ложь, это придуманное, мы не имеем права это использовать. Тема сегодняшней лекции — это «Васатияту ахлил Кур'ан». Это серединность обладателей Корана. То есть тех, которые несут на себе знамя Корана, которые изучают Коран и строят свою жизнь, основываясь на книгу Аллаха. До этого мы с вами говорили и не раз, что чтение Корана является одним из самых величайших видов поминания Аллаха. Ибо каждая сура, каждый аят напоминает нам об Аллахе, рассказывает нам о Его качествах, о Его величии, рассказывает нам о Его творениях,
потому что много аятов, где мы видим, что читаем, изучаем, да, мы видим, Аллах рассказывает не только о себе, Он рассказывает о своих созданиях, Он рассказывает нам о небесах, Аллах много рассказывает о земле, о вот этих природных явлениях, да, смена дня и ночи, облака, ветра, дожди, мир растений, мир животных. Аллах рассказывает нам о корове, о других животных. Аллах рассказывает нам о насекомых. Он приводит пример, не стесняется привести пример крылышки комара. Аллах рассказывает нам, много рассказывает нам о творении, о своих творениях. Ибо каждое творение, каждое создание Аллаха, которое окружает нас, которое мы с вами привыкли видеть каждый день, рассказывает нам, если смотреть на эти создания через книгу Аллаха, через акиду мусульманина, то каждое создание рассказывает нам о ком? О его Создателе. О его Создателе. Почему, вот ученый задает вопрос, почему издревле, да, много народов, их было много людей поклонялись Солнцу. Потому что люди всегда видели в Солнце какую-то силу, какую-то мощь. И действительно невозможно представить жизнь без Солнца. Это источник тепла, это источник света, это источник даже просто настроения. Когда Солнце, уже настроение другое. Так ведь мы, мусульмане, совершаем 5 намазов, глядя куда? На Солнце. Это сегодня у нас намаз вакыты. И на телефоне, и на часах, и в интернете. Люди веками, они не только после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. 5 намазов было и до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Люди со дня наступления на эту землю первых людей, первого человека, они всегда смотрели на солнце и читали намаз. Поэтому солнце, оно очень важно. Но почему люди поклонялись? Возвращаемся к вопросу, да? Они видели силу, мощь. И они видели в нем что-то божественное. Но мусульманин должен понять, что солнце обладает светом, это невозможно представить, вот этой энергией, мощью, да? Благодаря кому? Аллаху. Это есть создание Аллаха. Это одно из, если сравнить со Вселенной, небольших созданий Аллаха. Поэтому солнце рассказывает нам о ком? О его Создателе. Небо, небеса рассказывают нам о ком? Кто создал эти небеса? Почитайте суру Аль-Мульк, власть, где Аллах призывает нас посмотреть, изучить вот это все. Нет никаких изъянов. Вот гипсокартон, смотрите, сколько швов. Если так придираться, можно найти, да? А посмотрите на небеса. Аллах говорит, ваш взор устанет искать, но не найдет. Он опустится униженным. Сколько бы ни искали мы там изъянов, это создание Аллаха. Пусть это будет мир животных, мир и в вас самих. Аллах говорит, «Вофи анфусикум», даже в вас самих. То есть человек смотрит на зеркало, смотрит его глаза, его зрение, его уши. Да? Альхамдулилля, одно ухо здесь, а другое не тут. Все симметрично, все красиво. Аллах дал нам облик, дал нам красоту, да? И вот соразмерил все. И в этом милость Аллаха. И это мощь Аллаха. Поэтому мы не можем видеть Аллаха. Но мы находим Аллаха через Его творение. Мы видим мощь Аллаха. Мы видим знание Аллаха. Мы видим силу безграничную Аллаха. Где? В том, как Он управляет мирозданием. Поэтому все нам рассказывает об Аллахе. И вот почему в Коране Аллах рассказывает не только о себе, о Его творениях, о том, как это все вот происходит, вот эта жизнь вся, вот эти природные явления, день и ночь. Вот. Имам опаздывает на намаз, учитель опаздывает на урок, поезд опаздывает, самолет опаздывает, задерживается, да? Но никогда еще солнце в истории человечества, да, никогда не опаздывало. Мы
до минуты, до секунды знаем, во сколько восходит солнце. Это все предопределено. Далика тагдиру азиз аль-галим, как сурат Ясин, Аллах говорит, это маршрут, который установил кто? Азизуль алим, могущественный и всезнающий. Потому что у самолета может произойти форс-мажор, который не зависит от него. У поезда может, у учителя, у имама может. Очень много причин, которые от нас не зависят. А у солнца не может быть никаких причин, потому что все, что происходит, все в руках Аллаха. Все в руках Аллаха. Поэтому далика тагдируль азиз аль-алим. Аллах говорит, когда рассказывает про движение солнца, луны, Аллах говорит, это есть маршрут, предопределенный кем? Азизуль алим, могущественным и знающим, всезнающим. Поэтому Коран это есть великое поминание Аллаха. И поэтому мы с вами отдельно несколько лекций говорили про то, в чем смысл чтения Корана. Если ты читаешь Коран, 1 аят, 2, 3, 10, а поминания нет, да, это то же самое, ты совершил 4 ракагата и перед салямом вспомнил, перед кем ты стоишь и вообще что ты делал, да, перед кем ты падал, нет, то есть это очень важно. Пусть он «Ваакимис салата ли викри». Аллах говорит «Ваакимис салата», выстаивайте намаз ли викри, чтобы поминать меня. Для поминания, то есть намаз это поминание, хадж это поминание. Мы с вами говорили, в основе каждого поклонения есть поминание. И здесь то же самое. Коран это величайшее поминание, которое напоминает нам об Аллахе. Где мы восхваляем Аллах, где мы удивляемся мощи, силы, милости Аллаха. Вот сегодня еще поговорим про милость Аллаха, иншаллах. И также мы говорили про достоинство тех, которые несут на себе знамя Корана. То есть это не обязательно Коран хафизы, да? Это те, которые изучают книгу Аллаха. Это те, которые всеми силами, всеми возможными силами стараются построить свою жизнь, свою семью, свой быт, свое отношение, основываясь на книгу Аллаха. Основываясь на книгу Аллаха. И мы с вами говорили, что «фахум ахлюллах», как в хадисе пророк сказал, это есть ахлюллах, то есть это люди Аллаха. Это люди Аллаха. И, конечно, те, которые несут на себе книгу Аллаха, те, которые черпают знания из книги Аллаха, они должны обладать самыми лучшими качествами. Потому что в их руках самая лучшая книга. В их руках сбор самых лучших правил. Самых лучших правил. И также сегодня мы будем говорить, что одно из важнейших качеств обладателей Корана, то есть тех, которые живут, стараются жить по Корану, это их ат-тавассут валь-игтидаль, это их серединность. Это их серединность, то есть они должны следовать середине и не впадать ни в правые крайности, ни в левые крайности. Они должны быть справедливыми, то есть должны придерживаться середины. Дуна гулювин ауджуфаин, то есть не впадая в чрезмерность и не впадая в небрежность. То есть кто-то, вот он финиш, кто-то давно перебежал уже финиш, да? Не надо было дальше, нет, он перебежал, он даже не заметил, а кто-то не добежал. Поэтому здесь есть гулюун, то есть когда есть чрезмерность. Он уже перебежал истину, все, истина там уже сзади осталась, он уже не на истине. А кто-то просто не добежал до истины. То есть это есть упущение, это есть халатность. Вадуна ифратин, ифрат аутафрит. То есть ифрат это излишество. Вот даже в старых книгах, татарских книгах, когда ты хочешь с преувеличением сказать, что вот это очень красиво, да? Ну, ученые писали ифрат дараджада матур. То есть, до крайней степени красиво. Поэтому ифрат это излишество. А тафрит, наоборот, это упущение.
это упущение. Вадуна зиядатин ау таксир, то есть также не добавляя что-либо от себя. То есть есть истина. И эта истина не нуждается в том, чтобы мы что-то туда добавляли. Например, никто не может сказать, ну вот мне мало 5 намазов. Я хочу, чтобы 6 намазов было. Это что? Это уже все. Это уже не есть истина, это бидага. Это уже ты берешь на себя полномочия Всевышнего. Аллах сахласа. Поэтому не может быть 6 обязательных намазов. Если хочешь побольше, читай тахаджуд намаз. Есть навафиль дополнительный, да? Аутаксир, или же сокращение. То есть кто-то может здесь перегнуть палку, совершать больше положенного, например, там, ну что, утренний намаз 2 ракагата, да? Давай я там 4 ракагата почитаю. Аллах не примет это, потому что это есть что? Это есть излишество. Или, например, кто-то может сказать, давайте не 4 ракагата, там, ночной намаз, а сделаем 2 или 3. Так ведь? То есть это тоже Аллах не примет, потому что это уже что? Сокращение, то есть упущение. И Всевышний Аллах в суре Аль-Бакара в 143 аяте говорит: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. И таким образом мы сделали вас серединной уммой. То есть умма, которая находится посередине. Есть уммы, которые находятся в этой крайности. Есть уммы, которые находятся в этой крайности. Но мы, умма истинная, мы идем посередине. Также иногда переводят умеренной уммой. Да? «Литакуну шухадаа аля нас», чтобы вы были свидетелями аля нас, то есть за людей, против людей. «Ваякуна расуля алейкум шахида», и чтобы посланник Аллаха был свидетелем за вас. То есть мы будем, умма пророка Мухаммада, мы будем свидетелями. За кого? За другие уммы, за другие народы. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, будет свидетелем за нас, над нами. Это сура Аль-Бакара, 143 аят. И вот поэтому Аллах Всевышний сделал умму Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, серединной уммой. То есть в тафсире говорится самой лучшей уммой. Самой лучшей уммой. Справедливой уммой. И он хоссаха би акмали шарая. И Всевышний Аллах обособил, он дал нам особенности, обособил нас самыми совершенными канонами шариата. То есть те каноны, которые имеем мы с вами, это самые совершенные. Совершеннее быть не может. Так ведь? То есть это самые правильные пути, это самые ясные пути. И сделал книгу, которая разъясняет нам истину, книгу, той книгой, которая указывает к чему? Не просто к истине, а самому правильному. То есть самому истинному пути. И книга Аллаха побуждает нас к чему? К самому правильному, к самому мудрому. И как Всевышний сказал в суратуль Исра, ночное переселение, в 9 аяте: «Инна хазал Кур'ана», воистину этот Коран, яхди, указывает, лиллати хия аквам, то есть к самому правильному, не просто к правильному, лиллати хия аквам, к тому, что является самым правильным. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. И также Коран радует нас радостной вестью, радует верующих, которые совершают я'малуна салихат, которые совершают благодеяние, анна лахум аджран кабира, что для них уготованы большая награда, что для них уготованы великие большие награды. Сурат Аль-Исра, 9 аят. Поэтому книга Аллаха является указанием к самым великим качествам, к самому правильному пути. И мы должны понимать цель неспосылания Корана. Аллах
ниспослал Коран человечеству как милость. Аллах отправил посланника своего и всех посланников как милость для мира. «Ва ма арсальнака илля рахма». Илля рахма, то есть мы не спаслали тебя как только милость для миров. И поэтому Аллах не спаслал Коран не для того, чтобы его рабы были несчастными. То есть Коран был ниспослан не для того, религию Аллах дал не для того, чтобы сделать людей несчастными. Вот сегодня, к сожалению, это наша недоработка, это отсутствие у нас грамотности, мудрости не хватает, терпения не хватает. Сегодня мы многим людям просто не в состоянии объяснить, что религия Аллаха, что ислам приходит, чтобы строить, а не разрушать. Ислам был ниспослан, книга Аллаха была ниспослана, чтобы люди стали счастливыми, а не несчастными. Вот, к сожалению, когда даже многим людям говоришь ислам, это же... Или кто-то представляет Голливуд, игиловцы режут головы и улыбаются, селфи снимают, да, друг друга. И Аллаху Акбар кричат. Или же ислам это одни эти кирпичи. Вес запрещен, движение запрещено, да, это нельзя, то нельзя, ничего нельзя, и ничего не остается их нафсом вместе с шайтаном, кроме как просто убежать от ислама. Поэтому люди боятся ислама. А ведь на самом деле мы должны понять, что Аллах желает для нас блага. И Аллах всегда отправлял посланников, всегда ниспосылал откровения. Для чего? Для того, чтобы люди нашли счастье, а не были несчастными, как это думают некоторые люди. Аллах ниспослал книгу свою, чтобы люди нашли такое счастье, после которого нет несчастья. Мусульманин, который нашел истину, нашел счастье в этой истине, он никогда не будет несчастным. И даже те проблемы, испытания, которые будут постигать его, это будет только его радовать. Потому что он будет знать, что в этом милость Аллаха. Что все по предопределению. И что ничего не может произойти ни на земле, ни на небесах, ни на планете, ни за ее пределами, кроме как соизволения Аллаха. Все под контролем. Поэтому ислам дает мусульманину возможность найти счастье, после которого уже не будет несчастья. Не будет несчастья. И Аллах не спаслал свою книгу, чтобы человек нашел истинный путь, после которого не может быть заблуждения. То есть тот путь, после которого уже не может быть заблуждения. И как сказал Всевышний сурату Таха, это не переводится, да? «Ма анзальна алейка аль-Кур'ана литашка». Аллах говорит, «Ма анзальна алейка», то есть мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты был несчастным. Когда Всевышний избрал своего пророка Мухаммада, и он объявил о своем пророчестве, когда, альхамдулилля, самые достойные люди из числа его сподвижников приняли ислам, мы знаем, что им пришлось нелегко. И они приняли на себя первый удар от многобожников. Они прошли через самые сложные испытания. Так ведь? То есть никто им не аплодировал, никто их не поздравлял. То есть мы знаем, какие испытания прошли пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во главе, да, самые сильные испытания, самые сложные, и его сподвижники. Особенно самые первые, да, когда их было мало, когда было им очень тяжело. И арабы, они видели, что пророк страдает. Арабы видели, что те, которые последовали за ним, страдают, и поэтому они начали говорить, утверждать, объяснять всем, что Аллах отправил ему Коран, чтобы сделать его несчастным. Видите? Он несчастный, он
принял Коран, принял пророчество, стал пророком Аллаха и стал несчастным. У него начались проблемы тут, от него начали отрекаться его родные дяди. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объявил о своем пророчестве, кто поднял против него первым руку? Таббат яда аби лахаби ва таб. Так ведь? Он пришел домой, позвал к себе двоих сыновей, которые были женаты на ком? На дочерях пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И он сказал: выгоните их из дома. Выгоните их. Они пришли и выгнали своих. Вот в один день. Любимые дочки, дочеря пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вернулись разведенными. То есть началась война против него. И арабы начали говорить: Аллах не спаслал ему Коран, чтобы сделать его несчастным. И поэтому Аллах, в этом причина неспосылания этих аятов. Аллах сказал: мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты был несчастным. То есть Аллах успокаивал его. Аллах давал ему силы, уверенности. Почему Коран был ниспослан в течение 23 лет? Разве Аллах не... Те же многобожники говорили: а что Аллах не мог? А что Аллах не мог не спаслать Коран в одно мгновение? Конечно, мог. Но этим закончилась связь с Аллахом. То есть эти аяты, они укрепляли сердце пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И каждый раз, когда что-то происходило, Аллах или успокаивал его, или Аллах давал ему твердость, Аллах давал ему уверенность через эти аяты. Поэтому Аллах сказал: мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты был несчастный. Илля тазкиратан лиман яхша. Коран был ниспослан только как напоминание для того, кто страшится, кто думает о судном дне, кто думает, что ему придется вернуться и встать перед Создателем. Это напоминание для них. Танзилян. И Коран является ниспосланием мимман халакал арда вас самавати аль-уля. От того, от кого? То есть Коран был ниспослан от кого? От того, кто создал землю и небеса высокие, высокие небеса. Вас самавати аль-уля. То есть Аллах не спаслал. А кто Аллах? Аллах — это тот, который создал вот это все. То есть это не просто так. Аллах говорит, что Коран пришел от того, кто является хозяином, тем, от того, кто управляет вот этим всем. И кому не знать, и кому, как Аллаху, не знать, что сделает человека счастливым, а что сделает человека несчастным. То есть все в руках Аллаха. И Аллах — это есть ниспослание от того, кто создал землю и небеса высокие. Поэтому ученые говорят, что вот именно причиной ниспослания этих аятов была в том, что люди начали, мушрикун, многобожники, начали говорить, что Аллах не спаслал Мухаммаду Коран, чтобы сделать его несчастным. Чтобы сделать его несчастным. Нет, Аллах сказал: «Илля тазкирatan лиман яхша, танзилян мимман халака ас-самавати валь-арди, мимман халака аль-арда вас-самавати аль-уля». Поэтому, альхамдулилля, Всевышний Аллах, когда дает кому-то возможность принять истину, когда Аллах кому-то раскрывает глаза, кому-то раскрывает грудь, сердце, кому-то дает понимание в религии, как мы можем сказать, что это все ради того, чтобы сделать нас несчастными? Да? Вот говорят же: «Элик бельмилем рахатиды». Когда там о чем-нибудь скажешь, что вот, люди не знали, что вот это грех, например, или что нужно вот это делать. Когда им рассказываешь, они говорят: эх, вот таким были счастливыми, мы до этого это не знали. Бельмаганным башауртми говорят, да? Поэтому нет, конечно. Конечно, нет. Разве эти аяты пришли для того, чтобы сделать нас несчастными, да? Поэтому Коран это милость Аллаха. Коран — это милость Аллаха. Каноны шариата,
Возьмите любой фарс. Да, это обязанность наша. Хотим мы этого или не хотим, это наша обязанность, которую мы должны делать. Любые харамы, запреты Аллаха. Согласен человек с этим или не согласен, никакой разницы нет. Он должен оставить это. Так ведь? Он должен отдалиться от запретов Аллаха. А мы должны понимать, что в основе любого хукма лежит что? Лежит милость Аллаха. Вот так тяжело сегодня людям объяснять, почему мы должны совершать пятикратный намаз. Многие просто не понимают и молчат. Мы же татары такие воспитанные. Мы лучше скажем: да ладно, пускай поумничает, Коран почитает, покушаем и все домой. Да? То есть многие молчат, но некоторые, альхамдулилля, говорят. Некоторые говорят. Вот сколько человек, они честно, я благодарен им, потому что он мне дал понять, чем живут люди. Ладно, мы с вами, альхамдулилля, совершаем намаз и не можем представить свою жизнь без пятикратного намаза. Но иногда мы думаем, что все остальные тоже так думают. Мы глубоко ошибаемся. Мы глубоко ошибаемся. Многие люди не совершают намаз. Не потому, что у них времени нет. Не потому, что у них памяти нет. И они одну суру Фатиха не могут выучить. Он 2 института закончил, чтобы денег побольше заработать. Да? 2 института закончил. Столько экзаменов сдал, столько выучил книг, перечитал. А суру Фатиха он не может. Или ат-Тахьят не может выучить. Это все сказки. Нет желания. Почему нет желания? Потому что нет понимания. Зачем нужно совершать 5 намазов? Поэтому мы должны им объяснять. Вот честно, одна апа, я очень ей благодарен, она сказала: говорит, Хазрат, зачем нужны 5 намазов? Неужели Аллах хочет, чтобы мы 5 раз прогибались перед Ним? И неужели это Ему нужно? Понимаете, люди как думают? Мы должны объяснять, что Аллах не нуждается в том, чтобы мы вот такие вот правильные люди вставали такие, да, и 5 раз падали ниц перед Ним. Аллах разве нуждается в этом? Если посмотреть создание людей, мы же последние создания. Разве до людей не было других созданий? Миллионы, миллиарды созданий. Все поклоняются Аллаху. Только мы имеем выбор, поклоняться или не поклоняться. Так ведь? То есть право выбора дал нам. Поэтому, имея выбор, мы, альхамдулилля, если выбираем путь истины, нам за это награда будет больше, чем другим. Потому что ангелы, у них нет права выбора. У животных нет права выбора. У солнца, у луны, у звезд нет права выбора. У растений нет права выбора. Поэтому Аллах говорит: все, что на небесах и все, что на земле, все восхваляют Аллаха, валякинна ля тафкахуна тасбихахум. Но вы не понимаете их тасбих. Все поклоняются Аллаху. Сурат Ар-Рахман, дерево, все, солнце поклоняется Аллаху. Так ведь? Все животные. Но люди, разве... Поэтому ангелы спросили: разве нас недостаточно? Мы же поклоняемся Тебе. Поэтому Аллах не нуждается ни в поклонении людей, ни в поклонении ангелов. Аллах ни в ком не нуждается. Но Аллах, Он же милостивый. Он милостивый. И Он знает нас больше, чем мы себя. И поэтому Аллах подарил нам возможность 5 раз в день, то есть в сутки, возвращаться к Нему. Выйти на связь, прямая связь. Никаких посредников. Не надо никуда записываться. Аул сауитына аудан язылып кірге керек. Глава поселения маленькой деревушки, надо записываться заранее. Тебе еще скажут: а у нас часы приема, видите? Вы сегодня пришли, сегодня четверг, а у нас среда была, давай через неделю. Так ведь? Это кто? Это не глава небес и земли. Да, не Создатель, а Создатель говорит: где бы вы ни были, да, кто-то дома, кто-то на рынке, кто-то в самолете, пришло время, все, 5 раз в день, альхамдулилля. Не записываемся, разные там, не проходим там охрану, это все, бисмилля, тахарат, встал перед Аллахом, и ты общаешься с Ним. Ты рассказываешь Ему, ты слушаешь Его слова. Мы суру читаем, это же мы воспроизводим слова Аллаха и слушаем их. Мы падаем ниц перед Ним, мы дуа делаем, мы успокаиваются наши сердца. Наши сердца берут от этого силу, альхамдулилля, мощь. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы мы совершали намаз. Аллах не нуждается в этом.
И то же самое другие виды поклонения. Любое поклонение, любая обязанность, давайте скажем так, любая обязанность, которая возлагается на нас, это милость Аллаха. 5 намазов, ураза, пост. Разве Аллах нам говорит, вот вы целый год кушали, давайте помучитесь. Давайте не кушайте. Нет, Аллах нас воспитывает. Но для того, чтобы нас воспитать, нужно лишить нас некоторых, лишить наш нафс некоторых удовольствий. Поэтому копайте глубже. Пост — это не просто оставить еду и питье, это не чудо голодания, как в 90-х годах, да, люди практиковали. Нет, это намного глубже. Это намного глубже. Поэтому Аллах воспитывает нас. Пусть тот же хадж, та же умра и все другие виды. Закат, бирруль валидейн, благочестие к родителям. Хочешь ты этого или не хочешь, ты обязан служить своим родителям. Может быть, они приносят тебе проблемы, потому что родители, когда живы-здоровы, они тебе помогают, там институт за тебя там экзамены сдают, да? Квартиру тебе помогают поменять, машину купить, машаллах, да, свадьбу проводят. Как ты не будешь их уважать? Конечно, будешь, но в один прекрасный день они перестают это делать. И они сами превращаются в капризных детей, которые уже не в состоянии тебе квартиру поменять, которые не в состоянии за тебя где-то заступиться, за тебя экзамен сдать, машину обновить. Нет, все, они сами дети. И ты должен служить им. Иногда спасибо не скажут, потому что ей уже там за 80, за 90, уже и памяти нет, и разум уходит. Могут там нелестными словами высказаться в твой адрес, что ты там самый худший сын на свете. Я сам это слышал у братьев, сколько братья, машаллах, служат, а там они что только не говорят. Но это обязанность твоя. Это фарс. Это фарс. Но разве в этом не милость Аллаха? То, что ты служишь своей матери, это же ты зарабатываешь себе рай. Когда у одного ученого умерла мать, он так плакал, и ученики начали объяснять, делать ему насихат, устаз. Есть, это из числа праведных предшественников, можно найти его имя. И они говорили, твоя мать была благочестивой, машалла, она была богобоязненной, ей там будет лучше. Почему ты плачешь? Он говорит, я, не за нее плачу, я, за себя плачу. Потому что Аллах закрыл передо мной одно из врат рая. Все, этих врат для меня уже нет. Поэтому милость Аллаха, в этом милость Аллаха. Никах — это милость Аллаха. В основе любого запрета лежит милость Аллаха. Вот пускай люди мучаются, давай запретим свинину. Вот люди не могут понять, что в этом милость Аллаха, что Аллах запретил свинину. Аллах запретил воровство. Богобоязненный мусульманин, он никогда не тронет чужое. Разве это не милость Аллаха? Нельзя убивать. Разве это не милость Аллаха, что нельзя убивать? Люди бы убивали друг друга, да? Нельзя убивать. Нельзя обманывать. Поэтому ты знаешь, мусульманин, он не должен обманывать. Альхамдулилля, это же так упрощает жизнь. Машаллах, когда нельзя обманывать. Это же милость Аллаха. Поэтому даже проблемы, которые постигают нас, это милость Аллаха. Это милость. Вот почитайте Коран. Это же в каждой проблеме милость Аллаха. Когда что-то даже болит, так не хочется, чтобы что-то болело. Это у всех, и у меня так. Так хочется быть здоровым, да? Но когда что-то болит, мусульманин должен понять, что и в этом милость Аллаха. Хатта шаука, даже иголочка, которая проникает в тело верующего, и он проявляет терпение, это будет причиной прощения его грехов. Поэтому сегодня мы, мусульмане, когда начинаем болеть, когда наши дети начинают болеть, мы начинаем жаловаться. Имам, хазрат, что я такого сделал? Почему у меня ребенок болеет? Почему я болею? А давайте вернемся в 7 век. Давайте вернемся в лучшую эпоху, когда жили лучшие люди. Когда сподвижников, табигинов,
какое-то время не постигали испытаний, они начали переживать, что Аллах оставил их. У них ничего не болит. Все хорошо, никаких проблем нет, значит, они начали переживать. Может, Аллах оставил нас? И когда что-то происходило, какая-то проблема, они радовались. Альхамдулилля. Аллах нас не оставил. Потому что пророк ﷺ сказал, ашаддуль баля, то есть самые тяжелые испытания получали кто? Пророки. Самые лучшие. А потом самые близкие к ним. А потом самые близкие к ним. Поэтому когда не было проблем, сподвижники, они очень переживали за это. Они боялись, что Аллах оставил. А сегодня маленькая проблема, и мы говорим, неужели Аллах меня оставил? Неужели Аллах меня наказал? Что я такого сделал? Поэтому мы должны понимать, что во всем есть милость Аллаха. Поэтому, когда один спросил, говорит, умереть от рака, упаси Аллах. Никто не должен просить у Аллаха испытаний, да? Всегда просить у Аллаха афия, чтобы Он дал нам легкость, чтобы Аллах дал нам здоровье. Но когда спрашивают, говорит, он умер от рака. Я говорю, а он был кто? Он молился? Он молился. Он постился? Он постился. Я говорю, это милость для него. Аллах очистил его. А для кого-то рак это наказание. Поэтому вот здесь мы должны понять, что все это милость Аллаха. Даже, насчет рая, никто не скажет, что это не милость Аллаха, это милость Аллаха. Но вот ад, джаханнам, это тоже милость Аллаха. Джаханнам – это милость Аллаха. Почему? Потому что это кнут, которым Аллах гонит нас куда? В рай. Аллах рассказывает нам о своем наказании, чтобы мы представили, невозможно представить, что там будет в аду. Да? Вот почитайте Умар Сулейман Ашкар, книга «Рай и ад». Почитайте. Один брат говорит, я, жене дал, каждый раз, когда она что-то просит, я ей даю, вот почитай, говорит. Я, конечно, не говорю, что все там женам дайте. Нет, почитайте. Что там будет происходить? Но это же милость Аллаха. Узнавая это, мы начинаем страшиться и бежать куда? Быстрее в рай. Оказывается, в аду делать нам нечего там. Туда нельзя. Давайте мы лучше пройдем испытание. Давайте я лучше оставлю этот грех. Хотя мой нафс так предрасположен к этому греху. Нет, я не хочу в ад, я хочу в рай. Это кнут Аллаха, которым Аллах гонит нас куда? В рай. Смерть. Никто не любит смерти. Даже пророки не хотели умирать, но потом выбрали смерть, потому что у них была возможность выбрать между смертью и отсрочкой. Так ведь? Но даже смерть. Когда умер один человек, пророк ﷺ сказал, «Каталды якианнам каталдылар». То есть, или он избавился, или от него избавились. Поэтому, когда умирает грешник, все избавляются от него. Все избавляются. Когда Аллах потопил род фараона, Аллах сказал в Коране, и небеса, и землю не стали оплакивать его смерть. Потому что, когда в каком-либо селении живет грешник, Аллах лишает это селение дождя. Даже насекомые лишаются, даже деревья лишаются. И поэтому, когда этот грешник, этот преступник умирает, когда ангел смерти забирает его, дожди возвращаются, баракат возвращается, поэтому даже природа радуется, насекомые радуются, поэтому даже в смерти есть милость. А если человек был благочестивым, да, пусть Аллах даст терпение тем, которые потеряли своих кормильцев, да, жена потеряла мужа, родители детей, но как бы нам тяжело не было, если человек благочестивый был, там ему будет лучше. Поэтому Аллах сказал, «Валяль ахирату хайру ляка миналь уля». Для тебя вечная жизнь лучше, чем сегодняшняя. Поэтому во всем мудрость Аллаха, милость Аллаха. Поэтому ученые говорят, в этой жизни милость Аллаха достигает до того, до чего достигает его знание. А знание Аллаха безгранично. Поэтому милость Аллаха безгранична. Вот смысл неспосылания Корана – это что? Это милость Аллаха. И Коран был ниспослан не для того, чтобы люди стали несчастными. Как передает Абу Дауд
и имам Аль-Байхаки от Абу Муса Аль-Аш'ари, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мин иджлалиллахи», то есть возвеличиванием Аллаха является что? Икрама ди шейбатиль муслим. Это уважение к седине мусульманина. То есть тот, кто уважает седину мусульманина, то есть пожилых людей, старших, это является возвеличиванием кого? Возвеличиванием Аллаха. Также возвеличиванием Аллаха является уважение к носителю Корана, то есть тот, который не излишествует в нем, то есть не проявляет чрезмерности в следовании Корану, но также не делает упущений в следовании Корану. То есть это наша тема. То есть возвеличиванием Аллаха является то, что ты уважаешь того, кто следует Корану, не проявляя чрезмерность и не проявляя упущения. И также возвеличиванием Аллаха является то, что ты проявляешь уважение к справедливому предводителю, то есть руководителю. То есть это может быть кто угодно, халиф, президент или еще кто-то, да, руководитель какой-то, директор, если он справедливый. Этот хадис хасан в сборниках, как я уже говорил, Абу Дауд и Аль-Байхаки. Вот этот хадис также призывает к чему? Отдаляться от чрезмерности, гулю, также отдаляться от упущения, то есть небрежности. Поэтому Аллах описал обладателей Корана использовал два описания. То есть они, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, описывая Ахлюль Кур'ан, обладателей Корана, сказал: «Гайрал гали фиги», то есть они избегают чрезмерности, не должно быть чрезмерности и не должно быть упущений. Поэтому тот, кто держится середины, он на истине, и проявлять уважение по отношению к ним, это является из числа, то есть это является возвеличиванием Всевышнего Аллаха. Абу Убайд аль-Касим ибн Саллям, рахимахуллах, объясняя этот хадис, который передал нам Абу Муса, радийаллаху анху, сказал: «Фалгали», то есть тот, кто проявляет чрезмерность, это кто? «Аль-муфрид фи аттиба'ихи хатта юхриджуху, фи атба'ихи хатта юхриджуху иля икфарин нас». То есть это тот, который проявляет излишество в следовании, фи итба'ихи, в следовании Корану, и это его излишество приводит к чему? К тому, что он начинает выводить людей в куфр. То есть он, якобы следуя Корану, придерживаясь Корана, доходит до такого излишества, что начинает людей выводить из ислама и называть их кем? Кафирами. Мифляль хаваридж, подобно хариджитам. Мы знаем, хариджиты — это самая первая фитна, это страшная фитна, которая постигла мусульманскую умму, когда группа мусульман отделилась от основной уммы и вынесла приговор, что все кафиры. Да, они вынесли приговор и себе, но потом они покаялись и приняли заново ислам, да, и назвали мусульман, которые поклонялись Аллаху, кафирами. То есть вот это есть гулю, говорит, когда человек начинает такфир делать. Вальджафи анху, а тот, который пренебрегает Кораном, следуя, это аль-мудайя али худуди, это тот, который нарушает, то есть ущемляет границы, нарушает границы Корана, аль-мустахифу бихи, то есть который пренебрегает. То есть он легкомысленно смотрит. Аллах сказал, это фарс, а он легко смотрит на этот фарс, пренебрегает. Аллах сказал, что это харам, а он пренебрегает. Этот перебежал уже давно истину, да? Он уже такфир делает всем, а этот что? То есть у первого проблема это шубухат, это сомнение, то есть его постигли сомнения. И шайтан
победил его через эту дверь. А этот, у него шахават, это страсть. То есть он не хочет совершать 5 намазов, он не хочет оставить харам, он не хочет оставить это и то, потому что он поддался чему? Страстям. Этот сомнением, а этот страстям. Оба где? Оба заблудшие. Оба заблудшие. Также 4-й халиф, от 4-го халифа приводятся на эту тему замечательные слова. Али ибн Абу Талиб, радийаллаху анху, говорил: «Инна дин Аллахи бейн аль-гали валь мукассир». То есть религия Аллаха находится между тем, кто проявляет чрезмерность, и между тем, который пренебрегает, который легкомысленно смотрит на законы Аллаха. «Фа'алейкум бин нумракатил вуста». И вы должны придерживаться середины ложа. То есть будьте в середине подушки, так скажем, да, ложа. «Фа'инна биха ялхакул мукассир ва илейха ярджиул гали». Потому что его настигает тот, который пренебрегает, и к нему возвращается тот, кто излишествует. То есть вот она истина, находитесь там. То есть тот, кто пренебрегает, он должен догнать это, дойти до этой подушки, да? А тот, кто излишествует, он должен остановиться, обернуться и что? Вернуться к ней. Потому что он излишествует. Вот придерживайтесь этой середины. Поэтому действительно это великие слова вот, от Амируль Му'минина Али радийаллаху анху, что мусульмане всегда должны держаться серединности. И вот ученые говорят, когда человек встает перед обязанностью, да, потому что на него возложены обязанности, совершая любое дело или оставляя любой запрет, шайтан задает вопрос, как ввести его в заблуждение. То есть, как сделать так, чтобы он отошел от истины. И вот здесь праведные предшественники говорили, когда Аллах возлагает на человека, на своего раба какое-либо дело, шайтан ставит себе две цели. Или же сделать все, чтобы он совершил упущение в этом, небрежность. То есть Аллах сказал 5 намазов и в свое время. И шайтан делает все, чтобы этот человек или же оставлял какие-либо намазы, или же совершал их небрежно, без тахарата, без смиренности. Так ведь? То есть, или же упущение сделать, ва имма иля муджавазатин ва гулуин. Первый путь – это сделать так, чтобы он пренебрегал этим, небрежность проявлял, да, упущение делал, или же излишество. То есть, да, можно еще проявить чрезмерность в совершении какого-либо дела. Валя юбали би аййихима гафара. То есть, неважно, через какой путь он достигнет победы. То есть, кого-то шайтан поразил, чем? Ифратом, то есть чрезмерностью, а кого-то тафритом, кого-то упущением. Кто-то уже начал там такфир делать всем, он заблудший, а кто-то этот фар заставил, этот харам нарушил. Поэтому шайтан в обоих случаях, он что? Он победил. Также хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сахих, достоверный хадис, сборник имама Аль-Бухари, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-касда таблягу». То есть, мало-помалу вы достигнете цели. То есть, нельзя спешить. Нужно проявлять терпение. Нужна умеренность. Нужна мудрость. То есть, мало-помалу, тише едешь, дальше будешь. Я когда куда-нибудь на район выезжал, я один раз одного аксакала взял с собой, и что-то спешил, начал там разгоняться, и этот аксакал мне говорит: «Хазрат, нам, говорит, ехать или доехать?» говорит. Да, я говорю, нам надо доехать. Поэтому, говорит, избавь скорость, говорит. Поэтому тише едешь, дальше будешь. Ашикхан, ашкарпше. Так ведь? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мало-помалу, тихо-тихо, вы достигнете чего? Своей цели. То есть, аль-каст,
ихтисад, экономика говорят, да, от этого слова. То есть нужно правильно выбрать скорость, правильно делать все правильно. Мало-помалу вы достигнете цели. Также другой достоверный хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: алейкум хадиян касидан, то есть придерживайтесь умеренности, фаиннаху ман яшаддад дина яглибху, потому что кто пытается победить религию, преодолеть религию, то есть Аллах сказал вот так, а он хочет больше, то есть получается он хочет одолеть религию, яглибху, то есть тот, кто хочет преодолеть религию, религия обязательно победит его. И вот очень часто, дорогие братья, в жизни мы видим много людей, когда люди избирают для себя вот этот путь ташаддуд, да, когда вот чрезмерность, жесткость, да, вот нет, мы должны вот так идти. Иногда бывает так, что они просто они, шайтан их поражает, и иногда их просто и в мечети не видно, да. Вчера был там чуть ли там этим сподвижником, да, а сегодня его даже не видно, и бороды нет там, и это. Поэтому вот, когда ты начинаешь побеждать религию Аллаха, религия тебя победит. Поэтому Ибн Мас'уд, Абдулла ибн Мас'уд, радийаллаху анху, говорил, еще дадите время, нет, немного? Аль-иктисаду фи суннатин хайрун мин аль-иджтихади фи бидагатин. Абдулла ибн Мас'уд говорил: аль-иктисад, то есть умеренность в сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям лучше, чем усердие в новшествах, в бидагате. Поэтому кто-то может быть таким усердным в бидагатах, да, а кто-то может быть умеренным, но он на пути истины. Поэтому лучше быть умеренным в сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям, чем быть усердным во лжи, в новшествах. Это слова Абдулла ибн Мас'уда. Также Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, писал: «Фадинуллахи бейнал гали фихи валь джафи анху». Религия Аллаха находится между тем, кто проявляет чрезмерность, и между тем, кто делает упущение. И самые лучшие люди, они находятся посередине, которые возвысились от упущений небрежных, то есть нет, они не с ними. То есть они не с теми, которые пренебрегают харамами, они не с теми, которые пренебрегают сунной, они не с теми, которые пренебрегают ваджибами, фарзами. Нет, они не с теми. Они выше них. «Валям ялхаку бигулювил мухтаддин». Но также они не настигли кого? Они не настигли чрезмерность приступающей границы Аллаха. То есть кто-то, да, он перегнул палку. Кто-то проявил чрезмерность и нарушил границы Аллаха. Они не настигли. То есть они где? Между ними, посередине. И Всевышний сделал эту умму серединной уммой. И они являются самыми лучшими. Почему? Потому что они являются посередине между двумя крайностями, которые не являются благом. То есть религия Аллаха унижает их, и эту крайность, и эту крайность. И они посередине, поэтому они самые лучшие. И справедливость – это то, когда человек находится между ифратом и тафритом. То есть справедливость – это когда истина, когда ты здесь ифрат, чрезмерность, а это здесь небрежность. Вот ты должен быть посередине. Поэтому, дорогие братья, примеров этому можно приводить очень много. Очень много. Те же хариджиты, которые проявили чрезмерность, и они вывели в куфр, просто вот представьте себе, вывели в куфр самых лучших сподвижников, самых знатных, знающих сподвижников. Поэтому, когда к ним пришел сподвижник, он посмотрел на них и сказал: среди вас я не вижу ни одного великого сподвижника. Где они? Ни одного великого ученого, хотя были знающие, они проявили чрезмерность.
Были, по-моему, Шихабуддин Марджани, рахимахуллах, приводит пример одного из праведных предшественников, который, когда справлял нужду, он увидел муху. Ну, раньше туалеты 7, 8, 9 век, туалетов, унитазов не было, и поэтому люди, место, куда люди совершали хаджат, то есть там были экскременты. И он посмотрел на муху, которая села на экскремент, а потом куда-то улетела. И он подумал, это муха, которая только что своими лапками села на этот наджис, она же садится на мою рубашку, и он еще увидел, что на его рубашку села какая-то муха. И он так подумал и сказал, значит, после туалета обязательно надо менять рубашку. И он начал менять одежду, потому что он боялся, что лапки, которые заморала муха экскрементами, она может сесть на его рубашку, и все, рубашка тут наджис, да? Но через некоторое время он одумался и задал себе вопрос, а самые лучшие сподвижники делали это? Абу Бакр менял рубашку после справления нужды? Нет. А Умар? А они призывали к этому? И он сказал, это чрезмерность. То есть я не могу обойти великих сподвижников, да? Поэтому он оставил эту затею. И таких случаев много. Тот же Шихабуддин Марджани, раньше, очень интересный случай, когда раньше дорог не было. И наши наши татарские ученые, Риза Хазрат, Галимджан Баруди, да, Шихаб Хазрат, он еще дальше, так ведь 19 уже век, они ездили на чем? На пароходах. Уфа, другие, там есть станции, деревня, да. И вот водный путь был, на пароходах все. То есть машин не было, дорог не было. На чем? На пароходе, на теплоходах. И вот был такой случай, когда возвращался Шихаб Хазрат с какого-то путешествия в Казань. В пароходе встретились несколько имамов, устазов, все знающие, машаллах, начали общаться. И они решили заказать в ресторане еду, обед, или там ужин, неважно. Ну, тогда, наверное, комитета халяля не было, сейчас как у нас, да. И они решили мясо не заказывать, они решили заказать рыбу, потому что рыба это халяль. Но один из них был, наверное, очень таким настырным, да, как мы татары говорим, бетлерек. Он пошел туда на кухню и начал следить за поваром, чтобы тот что-то туда не подкинул. И он, какое-то движение повара ему показалось очень сомнительным. Как будто он туда что-то, но все-таки подложил. Да? Он подошел к Шихаб Хазрату, выше него никто не мог прыгать, да? Он был, потому что самым знающим среди них. И он подошел к нему и сказал, Хазрат, Шихаб Хазрат, имам, вот я видел своими глазами, этот повар что-то туда насыпал, что-то подсыпал. Я думаю, что это сомнительная рыба, и эту рыбу есть нельзя. И тут приносят рыбу, и Шихаб Хазрат говорит, ты, говорит, видел, тебе нельзя. А мы не видели, нам можно. То есть, это как бы так, шуткой, да, но нельзя так быть. То есть тогда все тогда, где что там, и сахар, и это, все там можно, так ведь? Поэтому вот чрезмерность, она не нужна. И даже во время пророка были такие случаи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел двоих сподвижников, двое сыновей, они вот так за руки вели отца, старого отца, который еле-еле передвигался. Они ведут его куда? В мечеть. Но в мечеть надо ходить, но можно и на коне, и на ишаке, так ведь, и на верблюде. А он пешком, бедный, ведут его. И пророк саллаллаху алейхи вассалям спросил, почему так? Зачем вы мучаете своего отца? А те сказали, я Расуль-Аллах, наш отец обещал Аллаху ходить в мечеть, дом Аллаха, только пешком. И никуда и ни на что не садиться. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, Аллах не нуждается в его обещании. Пусть нарушит свои обещания. Потому что это нецелесообразное обещание. Такого нет, так ведь? Поэтому если у человека болят ноги, да усадите его на коня, на животное, пусть, зачем мучить его? Поэтому такие моменты были и в жизни пророка, которых он просто
пресекал. И у нас таких много случаев. У нас тоже много, кто-то там радеет за сунну, понятно у него намерение, машаллах, но в итоге он начинает, во-первых, думать, что только он на сунне. Когда одного спросили, а у тебя жена на сунне? Ну, он говорит, все вы бидагат, все вы там заблудшие, я только на сунне. Когда спросили, а вот жена твоя на сунне? Моя жена на сунне, но я немножко в ней сомневаюсь. То есть все заблудшие, только он на сунне. И есть те, которые борются за сунну пророка, саллаллаху, уже стали выше сунны Абу Ханифа. То есть все, они уже переплюнули величайших ученых 4 мазхабов. Поэтому, когда ко мне подошел один вот брат, хороший брат, машаллах, пусть Аллах всем нас даст хидаят, нам хидаят, да, он задал мне вопрос, и я ему сказал, что вот школа ханафитов в этом случае говорит так. Имам Шафи'и говорил так. Я не сказал, вот все, ханафи, да. То есть я понимал, кто ко мне пришел. Я поэтому сказал, я говорю, вот шафииты так говорят, хамбалиты так. Нет, мне нужно, как пророк сказал. То есть я хочу по сунне ответ взять. Субханаллах, я им спросил, я говорю, разве ханафиты не были на сунне? Разве ханбалиты не были на сунне? То есть ты стал выше имама Ахмада, ученый сунны, ты стал выше имама Шафи'и. То есть, что такое ханафиты говорят? Ханафиты в этом случае сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, воспринимают вот так. А шафииты понимают вот так. Они прошли через не один хадис, который ты читал недавно, да? Они перебрали 100 хадисов, 1000 хадисов. Поэтому, валлахи, это гулю. Это гулю. Он вчера на намаз стал, год назад на намаз стал, сегодня стал выше, больше салафитом, чем Абу Ханифа. Даже другой брат говорит, Хазрат, я сегодня слышал, что Абу Ханифа был салафитом. Как, говорит, он мог быть салафитом? Он же ханафит, говорит. Валлахи, я не придумал это, дорогие братья. Я говорю, если говорю, Абу Ханифа не салаф, да, не из числа праведных пришельцев, тогда говорю, мы с тобой вообще не мусульмане. Это были самые лучшие. Поэтому, когда есть же история такая, бабушка приходит к имаму и задает вопрос. Имам улыбается и говорит, тебе, говорит, бабушка, по сунне ответить или по ханафитскому мазхабу? Она такая подумала, тоже умная была, да? Она говорит, понимание этой сунны, понимание Абу Ханифы для меня, говорит, все-таки важнее, чем твое понимание, говорит. Потому что ханафи это тоже сунна. Это та же сунна, которую изучали целые школы, взвешивали, выбирали, так ведь? Поэтому много такого момента, много таких моментов, дорогие братья. Вот иногда мы создаем такие фитны, Бабай в одной мечети, еще в селе работал, подарил там тасбихат. Купил вот эти щетки, да. Нет, он сделал их, я обманываю, он сделал их из этих косточек. Такой искренний бабай пришел, подарил, чтобы кто-то взял. Тебе нравится, бери. Не нравится, не бери. Один брат пришел, все выкинул. Я говорю, а где это щетки бабая нашего? Я такой встал, и я выкинул все. Я говорю, брат Джазак Аллаха, зачем? Да это, говорит, бидагат. Я говорю, кто тебе сказал, что это бидагат? Вот такой-то ученый. Машаллах. Я открыл, эти книги мы тоже можем найти. Тем более сейчас шейх Google все подскажет, все найдет. Яндекс Хазрат, так ведь? Все. Да, оказывается, этот шейх, да, очень уважаемый шейх, сказал, что это бидагат. Но оказывается, другой шейх, не менее уважаемый, сказал, что это не бидагат. Что были сподвижники, которые использовали камни. То есть это просто счет, калькулятор. Это не само поклонение. Это просто тебе надо сказать после намаза 33 раза субханаллах. Поэтому, да, я не говорю, что лучше на пальцах. Но это же не значит, что надо все быстрее выкинуть. Это мнение одного шейха. Но другие, не менее уважаемые шейхи сказали, оставьте это. То же самое, один подошел, говорит, а ты зачем руки вытираешь лицо? Я говорю, а что, нельзя протирать? Так это хадис загаиф. Я слышал, я читал, что есть мнение некоторых ученых, что это загаиф. Там Тирмизи, Ибн Маджа, по-моему, не буду сейчас углубляться, да, но из числа тех же хамбалитов, шафиитов,
Очень много ученых, которые говорят, этот хадис или хасан ли гайрихи. Это не урок фикха. Даже те ученые, довольно-таки жесткие ученые, которые говорят, что лучше не протирать лицо, они не говорят, что протирание лица это беда. Они не говорят. Они говорят, лучше не протирать, но не говорят, что беда. А брат сказал, это беда. Все, нельзя протирать лицо. Просто хадисы, которые доказывают подниманию, это отдельные, а хадис, который говорит, где протирать лицо, это отдельно. Поэтому есть много ученых, которые говорят, что это есть сунна. Поэтому, если кто-то протирает, не надо излишествовать. Пусть он протирает лицо, значит, он нашел в этом. И также, если кто-то не протер, не надо его за глотку брать там. Так ведь? То есть вот поэтому, дорогие братья, серединность, умеренность и истина там, вот между ними, двумя крайностями. Две крайности защищают, как стены, вот эту истину. Поэтому даже та сунна, вот я иногда у братьев спрашиваю, я говорю, вы почему джумга намаз сунну не читаете? Это, говорит, пророк не читал. Да, это мнение, да, есть мнение ученых, по-моему, в хамбалитском мазхабе, да, но есть ученые, которые говорят, читайте, или, например, есть ученые, которые говорят, можно навафиль читать, поэтому не надо создавать из этих проблем. Или тоже пророк, все, нельзя во время сафара сунны читать. Ханафиты, сунна пророков, понимание ханафитов, они читают сунну. Шафириты читают сунну. По-моему, если не ошибаюсь, маликиты тоже читают сунну. То есть, они не говорят, что они говорят, что сафар не действует на хукм сунны. Поэтому, если можешь, читаешь, если нет, нет. Поэтому это такая вещь, где мы не можем вот так навязывать всем. Так ведь? Поэтому умеренность, дорогие братья, и в этом есть милость Аллаха, иншаллах. Но то, что я говорил из истины, я свидетельствую это от Аллаха. А то, что если я говорил какие-то лишние или там помимо истины, это отменяет шайтан. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайр. Ва саллиллахумма аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи. Прошу прощения за это время, я немного проявил излишество, чрезмерность.